Тропический островок прямо в центре Магаса, столица региона, продолжает удивлять жителей не только современными технологиями, но и экзотическими растениями. В город уже поступила первая партия саженцев. Это астролистный поддуб и пальмы нескольких видов. На городских улицах появятся пальмы сорта Хамиропс, а также туи Голден Смарагд и фатиния Ред Робин. Несмотря на то, что все растения тропические, они приживаются в разных климатических условиях и подходят для разведения в Ингушетии. Нам хотелось посадить около фонтана пальмы. Это сорт тахикарпус, самый морозостойкий, самый устойчивый сорт из всех сортов пальмы. И вот напротив, видите, пальма, это уже хамиропсис пальма. Да, они тоже оба выносливые сорта, одни из выносливых сортов до минус 10, но даже в характеристиках стоит до минус 15, выдерживают мороз. Но для начала, для адаптации этих растений мы постараемся их на зиму занести или же укрыть специальным нетканным материалом. А вот еще один тропический гость в Магасе – астролистный поддуб. В скором времени он расцветет белыми листьями и будет радовать глаз жителей. Но на этом сюрпризы падуба не заканчиваются. Он не так прост, как кажется на первый взгляд, предупреждают растениеводы. Вечно зеленое растение, не капризное, устойчивое к холодам и ветрам. Прекрасно на такой открытой местности растет. Вот, в зимний период он, вы видите, вот сейчас остатки после зимы, вот эти красные ягоды. В дальнейшем он вот к весне где-то через месяц зацветет белыми цветами. А потом образуются ягоды, и к осени они краснеют, эти ягоды. А скажите, красные ягоды, они съедобные? Нет, красные ягоды, учтите и все остальные, что они ядовиты, не стоит их употреблять в пищу. Покос газона, посадка цветов, обрезка деревьев. Комплексное озеленение города проводит Зеленхоз. Это структурная организация, которая была создана по поручению главы столицы. Всего для озеленения города выделено более 6 миллионов рублей. Организация создана не на пустом месте. За ландшафтный дизайн некоторых городов республики в ответе Зеленстрой. Именно с ним и заключен договор. Мы будем закладывать Зеленхоз для закупать растения для дальнейшего ухода, и чтобы уже мы использовали не ввозимые растения, а чтобы мы какую-то часть, необходимую для нашего города, могли сами вырастить, дорасти и высадить там, где необходимо. Потому что очень много деревьев нам не хватает. Нам не хватает много кустарников, живой изгороди. Вот где-то мы поменяем живую изгородь, где там кустарники не очень красивые. Может быть, мы введем немного новшества для Магаса. Это вот я планирую много гортензий посадить, метельчатой, потому что это красиво, это и полезно. Озеленение города начали с территории, прилегающей к администрации главы республики, напротив башни Согласия. Пальмы и другие экзотические растения украсят сухой фонтан, излюбленное место для прогулок жителей в летнее время. В планах у администрации города благоустроить всю столицу. В ближайшее время у нас в столице будут высажены разные саженцы растений, и также будут высажены экзотические растения. У нас разработана специальная концепция по озеленению нашего города, и главная задача наша – это увеличить количество зеленых насаждений в городе. Для этих целей здесь привлекут лучших специалистов региона – дендрологов, специалистов-фитрологов, инженеров-технологов. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.